Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Мои дорогие зрители, с вами, как всегда, ваша Ольга. Всех вас сердечно благодарю за то, что выбираете быть со мной, за вашу невероятную и теплую поддержку, за ваше участие, за ваши донаты. Земной вам поклон! Сегодня у нас будет отсыпочка на такую тему. Кто хочет вернуться в вашу жизнь? Если тема вам интересна, пожалуйста, присоединяйтесь, загадайте на себя. Давайте вместе посмотрим, кто хочет вернуться в вашу жизнь. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Какой тут интересный мужчина вышел. Этот мужчина в свое время либо отказался от вас, либо не смог вас удержать, обеспечить, взять на себя ответственность по поводу вас. Вот мне идет, что мужчина в свое время, когда вы с ним общались, он был очень слабым, слабохарактерным, внушаемым и от кого-то зависимым. Допустим, зависим от других людей, от обстоятельств, от какой-то другой конкретной женщины. Мужчина, который 1000 раз пожалел о том, что вас потерял, о том, что вы не вместе. И этот мужчина, он какие-то очень сложные моменты в своей жизни пережил, которые как будто бы вытрясли с него всю эту неуверенность, нерешительность и слабохарактерность. Вот если бы вы сейчас с ним встретились, вы бы его не узнали. Он даже как-то возмужал, да, выше ростом стал, уже плечи стали шире, да, вот такой вот интересный персонаж. Вы с этим мужчиной то ли в браке были, то ли вы в отношениях были. Вот. Но именно из-за него, либо из-за его каких-то действий, да, вы расстались, разошлись. Допустим, какая-то женщина на него влияла и разрушила ваши отношения, либо вмешалась там любовница, да. Этот мужчина оказался слабеньким, особенно напередок, да, и поэтому он так себя повел, да, не буду говорить плохие слова. В общем, то, что было, то прошло. Он, конечно, много тут наворотил, и в том, что вы не вместе, конечно же, только он виноват. Вы терпели, вы шансы давали, вы возможности давали, вы даже на что-то закрывали глаза. Но что есть, то есть. Он вас потерял. То ли муж бывший, то ли парень, с кем у вас все серьезно было, да? Видели с ним свое будущее, хотели с ним будущее построить. Он неплохой человек, но вот какой-то он внушаемый мне идет, нерешительный, внушаемый. Вот ему лучше кого-то послушать, либо кто-то, чтобы за него что-то сделал. И, как знаете, вас он-то не особо слушал, а вот других с удовольствием слушал. Еще он какой-то был падкий на лесть. Вот он не различал, где лесть, а где правда. Где люди ему от чистого сердца делают комплименты, а где люди пытаются им воспользоваться. Такой вот долго на ноги становился, можно так сказать. Но в то время, когда вы были вместе, он просто не готов. Он был не готов к такой женщине, как вы, и к серьезным отношениям. Просто был не готов. Мне именно так идет. И он это так для себя понимает. Конечно, он не отрицает, что он был неправ. Конечно, он понимает, что наделал ошибок, что нельзя было так поступать. Ну, вот что было, то было. Сейчас этого мужчину показывают, у него какая-то работа есть, ответственная, серьезная, может, даже свое дело ведет. Рядом с ним, как друзья мне показаны, женщин рядом с ним я не вижу. Может быть, и была какая-то женщина, но уже они не вместе. И сейчас этот мужчина, он действительно знает, чего он хочет. И вот первое, что он хочет, это вас. Вас назад вернуть. Во-первых, хочет показать, что он очень изменился, что он стал другим, что он вырос, да, за это время, стал более мужественным. А с другой стороны, он ведь счастья так и не познал. Вот было счастье, когда он был рядом с вами, вернее, вы были рядом с ним. Вот тогда он чувствовал счастье. Но потом ни с другими женщинами, ни при других обстоятельствах счастья он свое не имел. Вот всегда какая-то пустота была.
То есть вы ушли, получается, да, он вас потерял, и в сердце образовалась дырка, через которую все вот хорошее, положительное просто утекало. Ну и опять же, себя он не мог долго простить. Его действительно совесть мучила за его поступки-проступки, за его нерешительность, ну и такой слабый характер, назовем это так. У кого-то отыграется, что мужчина действительно маму свою начал слушать, либо любовницу, да, завел. Не обрел он счастья ни с той, ни с другой. И очень быстро у него глаза открылись на этих женщин. Вот что они хотели. Они хотели, чтобы он был счастливым, но они хотели вот именно для себя что-то получить, урвать. Ну что, девочки, этот мужчина вас сейчас наблюдает то ли посредством интернета, допустим, нашел ваши социальные сети, то ли посредством чьих-то глаз. Допустим, у вас есть общие знакомые, до сих пор дружите, общаетесь. Ему о вас очень многое рассказывают, как вы изменились, как вы выглядите. Скорее всего, какие-то фотографии мне идут. Либо общие фотографии, там, где вы с какими-то приятелями, друзьями, родственниками. Либо фотографии из ваших социальных сетей. Вот мужчина смотрит на вас, аж горит. Горит. Он в восхищении от того, какая вы стали, как вы изменились. Вы ведь намного краше стали. Какой-то особый взгляд появился, да, вот такой шикарной, уверенной в себе женщины. Вы, опять же, вот как помолодели, мне идет. Но выглядите как картинка, как картинка. Вот он смотрит на вас, думает: Господи, да за эту женщину я жизнь готова отдать. Вот, если надо, если необходимость, я готов жизнь отдать. Готов что угодно отдать, не знаю, правую руку потерять, но лишь бы с вами быть. Вот настолько он жалеет, что вас потерял, настолько он сильно хочет к вам вернуться. Этот мужчина уже пытался к вам подойти. Был такой момент, но он опять испугался, он не смог. Просто вот ноги в землю вросли, и он просто не смог сделать шаг. Но очень сильно хотел. Может, даже специально с другого города приехал для того, чтобы к вам подойти, с вами поговорить, но не смог. Вот, он боится очень сильно, что вы его назад не примете. Может быть, у вас характер такой строгий, да, и вы ему говорили, что я там обмана, измены, предательства никогда не прощу. Даже и не думай, да, вот чего-чего, а это никогда не прощу. Может быть, он эти слова ваши вспомнил. Опять же, знает, что вы такая, держите слово. Может быть, рядом с вами кто-то был, например, другой мужчина рядом с вами был, даже если это какой-то ваш знакомый. И он такой: точно, у нее есть мужчина, и мне так делать нечего. Сейчас она пошлет меня, посмеется надо мной. И что я буду делать, да, несчастный, обделенный любовью. Но, тем не менее, девочки, себя он тоже, кстати, ругает за то, что он тогда к вам не подошел. Он еще какую-то встречу в голове содержит. Но там ему кто-то помогать будет. Даже вплоть до того, что вас куда-то пригласят, по любому поводу, по любой причине. Вот, и он там будет. Он кого-то подговаривает, чтобы ему помогли с вами вот именно наедине остаться, да, чтобы вы могли поговорить. С одной стороны, он знает, что будет очень тяжело вас назад вернуть, но с другой стороны, он верит, что вы до сих пор какие-то чувства теплые в сердце к нему сохранили. И знаете, еще тут показано, что он готов всю жизнь у вас прощения просить за свою слабость, за свою нерешительность и за свои проступки. Он будет всегда перед вами извиняться. Но вы действительно очень похорошели. Не знаю, что вы с собой сделали, на каких диетах сидели, либо каких косметологов посещали. Вы очень изменились. Вы в прошлом были принцессой, а сейчас вы прям императрица. Императрица такая шикарная, женщина на миллион. На вас вообще мужчины засматриваются, я это вижу. Очень многие мужчины обращают внимание, причем разного возраста. И там вашего возраста, и старенькие, и совсем молоденькие. Шикарная, вы мне идете шикарная. Сами, скорее всего, это все знаете, вы уже в зеркало смотритесь и видите, как у мужчин на вас глаза загораются. Да? Так, еще один момент по поводу вот этого несчастного страдальца. Он почему-то очень боится, что вы будете ему недоступны. То ли вы куда-то собрались ехать, переехать, может быть, уехать, то ли вы, например, с каким-то мужчиной общаетесь, и он прям считает, что вы за этого мужчину замуж выйдете. Вот. Боится очень сильно, что он упустит важное время, и вы ему потом будете недоступны.
Да, видите, вот он корабль, и вы как будто бы с кем-то в этот корабль запрыгиваете. Очень боится. Вот готов, я не знаю, костьми лечь, лишь бы не дать вам от него навсегда уйти, да, вот потеряться. Да. Кстати, он вас еще во снах часто видит. Но вы во снах всегда как будто бы вот исчезаете, либо вините его, может быть, да, вот, может, это совесть ему такие сны показывает. Но вот это есть. Мужчина, в принципе, на ноги встал, очень сильно изменился, но перед вами он по-прежнему как робеет, да? Робость перед вами есть. Ну вот опять же ваш взгляд показывает. Что-то он видит в ваших глазах, чего не видят другие. Восхищается как-то особо вашим взглядом. Даже не просто глазами, да, не форма, не цвет, не реснички, а именно взгляд. Вот какой взгляд у вас там, скорее всего, есть короночка, да? Вот он прям так восхищается и прям трепещет перед этим взглядом. Боится, что если вы на него так вживую посмотрите, то он сознание потеряет, не сможет вам ничего сказать. Еще по поводу этого мужчины могу сказать, что благодаря этой респектабельности, которую он сейчас обрел, он как желанная добыча для многих женщин. То есть есть женщины, с которыми он не общается, либо не поддерживает связи, но они вот на него прям глаз ложат и думают: да, мне бы такого мужа, да. Скорее всего, у него денег сейчас много, и у него там имущество есть, да, ну, как завидный жених считается. Вот об этом еще хочу вам сказать. Ну вот встреча мне ваша показана. Встреча, причем вот как на чьей-то территории. Это не ваша территория, не его, но чья-то. То есть, возможно, у кого-то в гостях вы будете находиться дома, либо на даче, да. И там он к вам подойдет, и кто-то ему помогает. Между вами, видите, посредника маленького показали. Кто-то будет ему помогать, кто-то поучаствует для того, чтобы вы объединились. Но в защиту этого посредника могу сказать так, что этот человек и к вам очень хорошо относится, и к этому мужчине хорошо относится. И человек видит, что мужчина очень сильно поменялся, да. У человека есть такое стойкое ощущение, вера в то, что вы этого человека примете, да, вот обновленного, измененного, при всей его как лоске красоте, да, которую он обрел сейчас именно в сегодняшнем дне. Но это человек-друг, получается, друг и вам, и этому мужчине. Поэтому поучаствую для того, чтобы вы встретились, поговорили, ну хотя бы обсудили, да, возможности и перспективы. Да, помощник есть. Не судите этого человека строго, он не желает вам вреда. Наоборот, этот человек всем сердцем за вас болеет. И за вас, и за мужчину. Мои хорошие, на этом все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.